На площади Алато собралось около 20 человек, которые призвали кыргызстанцев голосовать против всех. Они развернули плакаты и скандировали «ЦИК в отставку». По словам организаторов, они против тех кандидатов, которые идут в парламент. Среди участников Токтаим Умиталиева, которая заявляет о нескольких нарушениях в выборных процессах. По ее словам, в парламент идут люди с судимостью, и это недопустимо. Главным нарушением она называет форму-2, из-за которой создаются коррупционные лазейки и идет подкуп избирателей. О том, что будут независимые, честные выборы, говорить не можем. Сегодня ЦИК уже сегодня нарушил форму 2. Он должен уйти в отставку. И нормальное МВД, которое меня снимает, Госкомитет национальной безопасности, десятка, все они должны внести свои предложения о привлечении к уголовной ответственности ЦИК, об отмене всех форм 2. Потому что формы 2, они уже не действительны. На предстоящих парламентских выборах по форме номер 2 проголосуют 445 тысяч избирателей. Специалисты называют такое количество избирателей, которые изменили участок для голосования, аномальным. Для примера, во время президентских выборов около 300 тысяч человек прошли регистрацию по форме номер 2. По словам участников митинга, если большинство граждан проголосует против всех, то выборы в Джоркине же возобновят, и в парламент придут истинные реформаторы. Пускай 90% мы от этой системы коррупционной мучаемся, 90%. Потому что несправедливость. Везде все продается, все захвачено. Поэтому 90% мы имеем шанс, хотя бы из них половина, если даже проявит активность, мы можем шанс выиграть. Я думаю, они, наверное, 5 лет спали и придумывали идеи для того, чтобы сейчас сказать, чтобы их мы перевыбрали. А по их словам, оказывается, в октябре мы станем самой лучшей страной в мире. Оказывается, все гастарбайтеры вернутся и будут работать здесь, заводы пооткрывают, зарплату там повысят. Всех этих 120 чемкириков нужно им предложить открыть свой театр. Они все артисты. И так у нас творчество хромает. Нормальных театров нет. Они миллионеры. Достаточно украли. Пускай себе построят театр и там выступают. Отметим, что в последнее время в социальных сетях граждане все больше призывают избирателей голосовать против всех, однако есть и те, кто не поддерживают это движение. Так как если за пункт против всех проголосует большое количество граждан, то партии, занимающие первое и второе место, получат в парламенте больше мандатов, а оппозиционные партии останутся за бортом. Думаю, что полезнее для демократических процессов в нашей стране будет то, что все-таки они выберут из 16 партий одну партию. Это избиратели, которые представляют из себя оппозиционное мнение властям. Поэтому они, голосуя против всех, конечно, потеряют. Тем более нету координаторов этого движения. Вы сами видите, сколько народу. Думаю, что они все-таки должны выбрать те партии, которые настроили конструктивно, оппозиционно. Международный республиканский институт провел социологический опрос о настроении населения в преддверии парламентских выборов в Кыргызстане и его оценки работы правительства в борьбе с COVID-19, по итогам которого выяснилось, что 15% опрошенных ответили, что проголосуют против всех, 10% сообщили, что не пойдут на выборы, а 27% граждан ответили, что не знают, за кого голосовать. Айдаматбекова, Гульчара Казанкулов, Нидю ТВ.